Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит знакомство с одной из 15 союзных республик, советским Азербайджаном. Азербайджан расположен на южных широтах Советского Союза, на берегу Каспийского моря, у Большого Кавказского хребта. Советский Азербайджан – сравнительно небольшая республика по площади и населению. В ней проживает около 6,5 миллионов человек. В большой дружной семье наших народов Азербайджан – равноправная республика. Азербайджан – это прежде всего хлопок и нефть, основа экономики республики. За 60 лет советской власти Азербайджан стал индустриальной республикой. Богатейшие природные ресурсы дали толчок развитию современной промышленности. Развитая энергетика, черная и цветная металлургия, приборостроение, электроника – вот что такое сегодняшний Азербайджан. Итак, путешествие по Азербайджану. Позвольте представить вам писателя-публициста Аббаса Абдулу. Я ходил по горам, я глядел меж лугов в журавлиные очи родных родников. Здесь я дружбу узнал, и любовь, и почет. Можно ли душу и сердце украсть? Никогда. Ты — дыхание мое, ты мой хлеб и вода. Предо мной распахнулись твои города, и весь я твой. Не всегда в сыновья тебе дам. Азербайджан, Азербайджан. Эти известные строки Самеда Вургуна можно услышать из уст любого азербайджанца. И я азербайджанец, я люблю свою землю, каждую ее пять. Мне одинаково дорогие и гранитные утесы, и плодородные долины, палящее южное солнце и вечные снега ледников, горные озера и быстрые реки. Тысячи дорог пролегли по древней азербайджанской земле, и все они ведут сюда, в столицу республики, Баку. Баку – один из крупнейших научных и индустриальных центров страны. Здесь работают сотни промышленных предприятий, Республиканская академия наук, десятки высших учебных заведений, богатая и разнообразная культурная жизнь города. Здесь есть консерватория, музыкальные и драматические театры, дворцы культуры, библиотеки, кинотеатры. Одна из достопримечательностей азербайджанской столицы – ее памятники. Они рассказывают о великих мыслителях прошлого, о деятелях науки и культуры. Они рассказывают о людях, отдавших жизнь за свободу и счастье азербайджанского народа.
Память о них живет также в названиях улиц и площадей. Это монумент 26 бакинским комиссарам. Они погибли в борьбе за установление советской власти в Азербайджане. История азербайджанской культуры уходит в глубокую древность. Сейчас мы находимся в одном из заповедных уголков Азербайджана, Абшеронском полуострове. Здесь сохранились замечательные памятники архитектуры. Каждое тысячелетие оставило нам о себе память. Наскальные рисунки Гобустана стали достоянием мировой культуры. Не веками, тысячелетиями измеряется здесь время. Предполагают, что первому государству на этой земле около 3000 лет. Гордость национального зодчества – дворец шакинских ханов. И сегодня мы можем любоваться оконными витражами, стенами и сводами дворца. В их оформлении использованы национальные орнаменты и виртуозная техника традиционной азербайджанской миниатюры. Республики живы и продолжают развиваться традиционные народные ремесла. Перед вами мастер древнейшего искусства чеканки по металлу Уста Баба.